Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Один из способов поддержки начинающих бизнесменов – аренда помещений, находящихся в государственной собственности. Как можно узнать о существовании таких помещений и других способах поддержки предпринимателей, сегодня расскажет наш гость Павел Иванов, министр имущественных и земельных отношений республики. Павел Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из задач российского государства, и на сегодняшний день предлагается достаточно широкий спектр мер поддержки, нацеленных на помощь предпринимателям. В республике работу в основном ведет Министерство предпринимательства, торговли и туризма, возглавляемое Ириной Высоких. Что касается сферы работы нашего министерства, то это конкретно оказание поддержки в сфере имущественных отношений. Указанные отношения у нас регулируются как федеральным законодательством, так и законодательством Республики Саха-Якутия в части предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства строений, объектов, нежилых помещений. Тогда давайте поговорим с вами о перечне госимущества, который предназначен для предоставления в аренду субъектам малого и среднего бизнеса. Из полного названия перечня ясно, что речь идет о государственном имуществе, предназначенном для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок аренды составляет 5 лет. Но в случае, если предприниматель желает арендовать на более короткий срок, то ему необходимо обратиться с письменным заявлением, тогда срок аренды будет сокращен. Если же в случае, если балансодержателем указанного объекта недвижимости является бизнес-инкубатор, то срок аренды составляет 3 года. В основном перечень формируется из объектов, которые находятся у нас на праве оперативного управления или хозяйственного ведения государственных учреждений или государственных унитарных предприятий. Они должны соответствовать ряду критериев, то есть находиться в удовлетворительном состоянии, не нуждаться в капитальном ремонте и не являются объектами незавершенного строительства. Перечень этот ежегодно обновляется. В 2020 году перечень был дополнен 5 объектами и в настоящее время составляет 44 объекта. Также мы в соответствии с планом работы министерства планируем дополнить этот перечень до 1 ноября этого года еще 4 объектами, и оно составит уже 48 объектов. Если же говорить, где эти объекты находятся, то они находятся у нас в Алданском районе, Верхнеуфлюйском, Кобяйском, Нюбинском, Мирнинском, Алекминском, Сунтарском, Черепчинском и в городе Якутске. Сведения об этом имуществе перечне группируются по территориальному признаку. Допустим, если предприниматель из Нюбинского района желает взять в аренду какой-то объект, ему необходимо открыть этот перечень, и в этом файле он увидит, что все эти объекты сгруппированы по районам республики. Также, согласно утвержденной целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, установлено увеличение количества на 10% ежегодно. То есть, если мы в этом году увеличим на 4%, то в следующем году, опять же, вот этот показатель увеличим на 10%, ну и, соответственно, ежегодно идем по этому плану. Скажите, а где можно ознакомиться с этим перечнем? С этим перечнем можно ознакомиться в нескольких источниках. Ну, первое – это официальный сайт нашего министерства по адресу Минимущества Саха.gov.ru. В разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» во вкладке «Перечень государственного имущества Республики Саха-Якутия», предназначенная для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Также указанный перечень размещен на портале малого и среднего предпринимательства, автоматизированной информационной системе МСП, мониторинг МСП, а также он был опубликован в газете «Якутия». Павел Владимирович, какие льготы сейчас устанавливаются для предпринимателей за арендуемое госимущество? Льготы по арендной плате – это еще один вид имущественной поддержки предпринимателей. В соответствии с федеральным законом о защите конкуренции, право на заключение договора аренды на такое имущество должно осуществляться по итогам конкурсов или аукционов. Так,
Но без проведения торгов возможно заключение договоров аренды в случае, если эти организации являются медицинскими, образовательными, научными и в иных случаях, которые предусмотрены вот этим указанным в федеральном законе. А также в случае, когда государство оказывает преференцию, но это возможно только в случае, если имеется предварительное письменное согласование антимонопольного органа, это Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия. Также принципиальным моментом является положение, что размер арендной платы определяется из рыночной стоимости, которая производится независимым оценщиком в соответствии с законом об оценочной деятельности. При этом следует отметить, что при заключении договора аренды государство может предоставить льготы по арендной плате. Так, пунктом 2 постановления правительства о порядке предоставления безвозмездного пользования в аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся в собственности Республики Саха-Якутия, что установлено, что при предоставлении в аренду имущества, которое не входит в указанный перечень, при заключении с субъектом малого и среднего предпринимательства, размер арендной платы подлежит снижению на 40%. Так? Это одна из льгот, а также упомянутом выше постановлении перечня арендаторам, который осуществляет социально значимый вид деятельности, предусмотрены существенные льготы по арендной плате. Льготы по арендной плате устанавливаются как денежная сумма, на которую уменьшается подлежащая плате арендная плата, и определяется в процентах от рыночной стоимости аренды. Первый год это 90%, во второй год это 80%, в третий и последующие годы это 70%. В этом году максимальным размером льготы по арендной плате пользуются у нас патронажные компании, оказывающие услуги по присмотру, уходу и реабилитации пожилых детей-инвалидов. Также следует добавить, что в прошлом году для оказания господдержки предпринимателям в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, правительством республики было принято распоряжение в апреле 2020 года об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства. В соответствии с положениями данного документа госучреждениями, госпредприятиями, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами с долей участия республики было заключено 855 дополнительных соглашений, на которые предоставлена отсрочка арендной платы на общую сумму свыше 41 миллиона рублей. Так? Из них 724 соглашения были заключены субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 26 миллионов рублей. Кроме того, было заключено 231 дополнительное соглашение о снижении арендной платы до фактически понесенных затрат на содержание арендуемого имущества на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. А в чем выражается преимущественное право последующего выкупа здания? Речь идет в первую очередь о реализации федерального закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Этот закон вступил в силу в 2009 году, и этим законом предоставлено преимущественное право субъекта малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. Если проще сказать, то это права предприниматель реализует в преимущественном праве, если орган государственной власти или муниципалитет примет решение о приватизации указанного объекта, то в первую очередь он должен направить это предложение арендатору, да? То есть субъекту малого и среднего предпринимательства. И в случае согласия на выкуп в течение 30 дней орган государственной власти и орган местного управления должен с ним заключить договор купли-продажи такого объекта. Вот этим законом с 2009 года у нас воспользовалось в отношении государственного имущества 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. А что делать, если предприниматель, допустим, не располагает средствами для выкупа названного имущества?
Так, в этом случае предпринимателю дается рассрочка на 5 лет. Данный срок установлен у нас законом Республики Саха-Якутия от 21 февраля 2019 года. Он называется «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого недвижимого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности». И заключительный вопрос, Павел Владимирович. Вот в современном мире многие услуги теперь могут оказываться дистанционно. А могут ли предприниматели республики воспользоваться предоставляемой государственной поддержкой, не выезжая в Якутск? Да, в этом ключе отдельно хочется отметить, что в соответствии с планом цифровизации государственных услуг, все услуги, которые оказываются Министерством имущественных и земельных отношений, должны быть переведены в 2021 году в электронный формат. Да? Что касается темы нашего разговора, это у нас две услуги. Это предоставление в аренду и безвозмездное пользование госимущества республики, не закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. И вторая услуга – это рассмотрение заявления субъекта малого и среднего предпринимательства, соответствующего установленным федеральным законодательством требованиям о реализации им преимущественного права на приобретение арендуемого им государственного имущества. Данные услуги при переводе в электронный формат позволят подавать такие заявления в дистанционном формате через портал госуслуги, а также упростят и укоротят сроки рассмотрения таких заявлений. Спасибо вам, Павел Владимирович, за такую содержательную беседу. Спасибо, что к нам сегодня пришли. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас был Павел Иванов, министр имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия. До встречи!